Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Свечи. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Дорогие мои, огромное спасибо за то, что ставите лайки под видео и пишите хорошие, добрые комментарии. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Кто или что повлияет на вашу жизнь в будущем? Пожалуйста, посмотрите на песочек мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Кто или что и что повлияет на мою жизнь в будущем? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы помочь ответить на все ваши вопросы и дать самую полезную, самую важную и самую нужную информацию для вас. Итак, давайте посмотрим, кто же в будущем повлияет на вашу жизнь. Ой, человек, который вас любит. Смотрите, здесь сердце и человек, который с этим сердцем. Человек, который вас любит, будет влиять на вашу жизнь. Человек, который любит, будет избавлять вас от одиночества, от каких-то вот прям вредителей, злопыхателей и людей, которые вам мешают. Этот человек войдет в вашу жизнь, либо уже находится в вашей жизни, в вашем поле, который откроет вам глаза на все какие-то неприятные моменты, скользкие моменты, я бы так сказала, да, которые происходят в вашем окружении, у вас за спиной. То есть человек с каким-то очень таким, знаете, ясным взглядом. Вот он, глаз его вышел. Человек, который вот как рентген будет видеть, ощущать, кто рядом с вами, что рядом с вами, хороший человек, плохой человек, с какой мыслью, с каким действием к вам. Может быть, даже ваш избранник, либо избранница будет обладать какими-то способностями, да, может быть, там скрытыми, может, открытыми, но тем не менее. Этот человек полностью, вот знаете, как, ну вот своим влиянием, скажем так, да, это влияние будет достаточно мягким, достаточно таким, знаете, как, ну, демократичным, я бы даже сказала. Ну, он примерами, он, ой, господи, он будет открывать вам глаза, знаете, вот. Например, вы дружите там с какой-то женщиной, девушкой, да, вы хорошие там подруги, да, ну не самые лучшие, но хорошие, да. Вы там периодически встречаетесь, общаетесь, да, а она там про вас сплетни распускает, да. И вот ваш любимый человек вам и укажет на это, скажет, вот ей был такой случай, вот там замечено, да, что распускает сплетни. И для вас будет просто какие-то невероятные открытия, да, вы будете всегда удивляться, откуда у него эта информация, либо у нее, как получает, как чувствует людей. То есть вот такие вещи. То есть благодаря этому человеку, у вас вообще, понимаете, жизнь совершенно по-другому. Смотрите, вот он, этот человек, и вот с этой стороны, с вашей стороны, вот идет коса. Понимаете, вы выкосите все неприятные моменты, все негативные моменты. Кстати, и благодаря этому человеку вы и характер свой проработаете. Вот что я вижу. Так, еще я вижу у вас коллеги какие-то на работе. Коллеги на работе, либо соседи. Может быть, там, где вы ходите по интересам люди, да, общение какое-то. Вот эти люди, они все чем-то хвастаются. У кого-то что-то есть. Да? Вот этот человек что-то вот перед собой держит, как будто бы это его, там, не знаю, муж, жена хвастается. Этот человек хвастается своим ребенком. У этого человека за спиной есть какие-то там ресурсы, богатства. А этот человек, там, не знаю, меняет свою жизнь. И вот как будто бы они все хвастаются. И вот эта ситуация вам, ну, иногда вас бесит, извините, бесит, да, почему вы думаете, почему они все хвастаются, да, чем мне можно таким похвастаться. Это не просто так, это воля высших сил, эти люди, они не хвастунишки, а они вас стимулируют вас, чтобы вы меняли свою жизнь, и чтобы вы тоже пытались добиться каких-то результатов в этой жизни, да, не сидели там, как принцессы на горошине, а именно действовали, причем действовали активно. У вас очень большая ресурсность, но в этой ресурсности, видите, у нее выхода нет, и как будто бы вы, не знаю, то ли вы стесняетесь, то ли вы переживаете, вы говорите, что нет, ну кто угодно, только не я. И поэтому такая ситуация происходит.
Так, еще я вижу случайных знакомых, случайные люди, которые вот несколько человек, здесь 3 или 4 человека, при какой-то дороге, по дороге, вот вы с ними познакомитесь. Знакомство будет случайное, люди случайные, проходящие, но эти люди имеют какую-то силу, может быть, убеждения, может быть, силу слова. То есть, ну, буквально там за несколько часов общения с этими людьми у вас вообще может просто кругозор ваш поменяться, мировоззрение поменяться. То есть вот такой момент будет происходить. Вы осознаете силу этих людей, силу их слов через какой-то период времени. Не сразу, буквально, может, там у кого-то через день, у кого-то через неделю, у кого-то через месяц. То есть то, что они вам там расскажут, вы сначала воспримете, как будто бы это, ну, какая-то игра, шутка, да, несерьезность. А потом, подумавши хорошенечко, будет такое обстоятельство, когда вам придется вспомнить, вы поймете, боже, как же они правы, да, какие же они там гениальные, мудрейшие и умнейшие, да, почему же я там не догадалась, либо не догадался про эту ситуацию. Ну, кстати, будете их очень долго вспоминать и благодарить добрым словом. Так, еще я вижу у вас человека, который перед вами открывает 2 каких-то ресурсных двери. Этот человек вообще, в принципе, похож на женщину, но может быть и мужчина. Очень высокий человек, очень по положению высокий, да, статусный человек. Этот человек для вас, ну, открывает действительно возможность, вам прям просто дает что-то. Это шанс, может быть, это может быть действительно что-то ресурсное, материальное, может быть, там на работу вас на хорошую примет, даст вам эту работу, да, либо если там касается каких-то дел там юридического характера, там, государственного урегулирования. То есть человек вам помогает. Он дает вам в руки вещь, ключи, возможность, благодаря которым вы действительно добиваетесь, ну, прям замечательных результатов. Вот так вот идет. Этот человек, он, ну, скажем так, выполняет свой долг, но при этом к вам хорошо относится, да, и в будущем такой человек, он как покровительствует вам, понимаете, вот это замечательно. Так что не бойтесь мира сего, а смело идите, просите, и знаете, я вижу симпатию, которая, ну, возникает у этого человека к вам, и на основе этой симпатии есть помощь, конкретная хорошая помощь. Еще человек, который выше вас, это может быть ваш руководитель, вот если вы работаете на работе, либо, например, там хороший доктор, да, со всякими там тайтлами, да, может быть учитель какой-то. Человек к вам склоняется, и человек к вам благосклонен. То есть, если вам нужно будет обратиться там к специалисту там высокого уровня, либо там преподавателю, какому-то знаковому человеку, то знайте, что переживать не стоит. Человек будет на вашей стороне, человек будет вам помогать. То же самое касается и юридических вопросов. Просто, знаете, вот момент справедливости, он здесь очень четко прописан. Справедливость будет к вам. Но опять же таки, это случится немножечко позже. Эти все картинки, они у нас в горизонте идут. Так, еще человек издалека, который преодолел 2 препятствия, чтобы к вам прийти. Этот человек тоже будет на вас влиять. Влиять он будет как-то, не знаю, то есть этот человек, он издалека к вам идет, чтобы у вас что-то брать, просить, не знаю, выпрашивать. То есть это какой-то попрошайка издалека к вам идет. Но как вам с ним поступать, решаете сами. Я вижу, что влияет. Я вижу, что вы будете либо тратить на него ресурсы, либо вы будете переживать, что мне предстоит тратить, и как я скажу там, например, нет. Да, вот такой момент. Ну и еще раз говорю, главный человек в вашей жизни, он пока на данный момент, он как бы перевернут. Да? То есть либо вы сейчас не в тех хороших отношениях, которые должны быть, либо вы человека попросту еще не встретили. У многих, кстати, отыграется, что именно этого замечательного человека вы еще не встретили. Либо вы, ну, скажем, не вошли в такой полный контакт, который бы позволил этому человеку полностью, скажем так, поменять вашу жизнь. Так, еще есть человек, который создаст вам какие-то острые, очень острые углы, неприятные углы. Но опять же таки, да, это у нас похоже на какую-то любовную историю, да, там, где есть треугольник. И главное, мои дорогие, понимайте, что вот эти все треугольники, все геометрические фигуры, они в принципе ничем хорошим, ну, не заканчиваются, да. Если особенно вы пытаетесь как-то форсировать события, подгонять, скорее вот эта ситуация треугольника, она вас подвешивает, не кого-то, не вашу соперницу, не мужчину, а именно вы в подвешенной ситуации, да. То есть
Ну, здесь как будто бы, знаете, как время ваше воруется, да, уходит ваше время, молодость, красота, а вы вот сидите в ожидании, ни туда, ни сюда, висите, вернее, в ожидании. Так, еще я вижу человека, который дает какой-то, ну, не знаю, человек, который вот он вещает, да, он с трибуны, он стоит и что-то рассказывает в массы, да, людям он рассказывает, он учит людей, какую-то вот дорогу жизни он показывает, да, он там рассказывает о любви, о чувствах, о эмоциях, о воспитании, не знаю, очень много разных топиков он рассказывает. Это человек, вот он ведающий, он очень, скажем так, хорошо образованный человек и прошел очень большую школу сложную в жизни. Этот человек тоже вот каким-то косвенным образом, это не прямой в вашей жизни, косвенным образом он пройдет через вашу жизнь, где-то вы с ним соприкоснетесь, и от этого человека у вас действительно вот эти глазки начнут сиять, придет понимание, да, каких-то вещей в мире, в мировоздании, да, поймете, что было не так со мной, что было не так в моей семье, в моих отношениях, откуда все эти проблемы и беды на мою голову свалились, да, и на самом ли деле это все так плохо, как я там себе представлял и думал об этом. И это замечательно, человек, который может поменять вашу жизнь, причем поменять в лучшую сторону. Так. Здесь еще вот такое вам предостережение. Есть человек, который, ну не знаю, он очень быстро гоняет. Гоняет он либо на машине, либо на мотоцикле. Здесь нет указания. Вот он, этот человек, он за рулем. Это руль у него в руках. И сзади сидите вы. Будьте крайне аккуратны, предельнейше аккуратны. Вот прям заклинаю вас, да. Если вы понимаете, о ком я говорю, если есть у вас такой знакомый, который любит погонять на машине либо на мотоцикле, да может даже на велосипеде, никогда, вот прям никогда не ездите с ним, не садитесь тем более сзади, тем более вот без маски. Просто здесь очень четко, да, это мужчина, это женщина идет. Это очень-очень-очень и очень опасно для вас, да. Пожалуйста, помните об этом, да. И, ну, говорите честно, и ты быстро гоняешь, я там не буду с тобой ездить, я боюсь, да, мне своя жизнь дорога, не хочу я там пострадать как-то сильно и потом лечиться очень долго. Пожалуйста, не стесняйтесь, говорите все как есть, потому что человек действительно такой, он гоняет, и он как будто бы безумный. То есть он, ну, лихач, да, по-моему, такое слово, если лихачит, и он как будто бы, вот не знаю, как, может, когда он там чем-то взбешен, расстроен, он вообще вот ведет себя очень странным образом. Так что будьте аккуратны, не ездите с этим человеком, если понимаете, о ком я. Здесь четкого указания на транспорт, вид транспорта нету, но то, что это мужчина, и то, что он за рулем, и то, что он для вас опасен, это точно. Так, еще последнее, что я хочу вам сказать. А здесь, конечно же, все, что касается вещей, которые будут происходить в вашей жизни, я вот честно, я вижу ваш характер, ваше настроение и ваши отношения. То есть какие-то предметы или обстоятельства, они на вас не влияют. Здесь на вас влияют люди, и влияете вы сами на себя, да? Как вы смотрите на мир, как вы смотрите на тех же других людей и как вы смотрите на вещи и на обстоятельства. Здесь очень много перевертышей. Что это значит? Это значит, что любую вещь, любое обстоятельство в вашей жизни можно, ну, как скажем, выкрутить, перекрутить и превратить в какой-то плюс, положительный момент. Но вы иногда предпочитаете уходить, скажем так, в хандру, в грусть, в тоску, в печаль, типа все против меня, никого нет, ничего нет, там я одинокий. Вот это и действительно вам мешает. Не сами обстоятельства по себе, а ваше отношение к ним. Ведь иногда, вот задумайтесь, бывают вещи, когда те же самые обстоятельства, но вы можете выкрутить свою пользу, свою выгоду, еще потом себя и похвалить за это. Но бывает, когда там устал, сил нету, и легче себя пожалеть, да, подумать, что вот там бедненький, несчастненький я, либо несчастненькая. Посижу-ка я лучше погрущу, да, чем засучу рукава, их буду действительно там бороться, либо минус превращать в плюс. Дорогие, подумайте об этом, потому что все в ваших руках. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.